Основными задачами лукашенковских шпионов за границей являются следующие. Первое. Легализация преступника Лукашенко в качестве якобы законного президента Республики Беларусь. Для этого используется и пропаганда, и дезинформация, и подкуп иностранных лоббистов. Вторая задача – это содействие обходу международных санкций, введенных в отношении режима из-за политических репрессий и соучастия в российской агрессии против Украины. Третье. Сбор информации о деятельности белорусской оппозиции. Внедрение в ряды демократических сил, дискредитация их представителей, выманивание противников Лукашенко на территорию Беларуси в целях их уголовного преследования. И одной из главных задач является проведение различных оперативных мероприятий по заданию российских спецслужб, либо в их интересах. Особенно по украинскому, польскому, литовскому и латвийскому направлениям. Должности дипломатического прикрытия для сотрудников КГБ и ГРУ созданы как в аппарате Министерства иностранных дел, так и в дипломатических представительствах за рубежом. В аппарате МИД представители спецслужб на постоянной основе сконцентрированы в управлении дипломатической безопасности. Это их вотчина, и об этом в целом известно другим работникам Министерства иностранных дел. Прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Владимир Жигар з нами на відэасувязі. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну і раней як бы было вядома, што пры Міністэрстве замежных справаў працуюць вось КДБшныя такія дыпламаты. Але што новага вы змаглі распавесці ў вашым расследаванні, назваўшы канкрэтныя, напэўна, прозвішчы канкрэтных людзей? Безусловно, в этом есть самый главный смысл, наверное, этого расследования. Мы называем фамилии этих людей, мы говорим о том, что где они работали, и в настоящее время есть те сотрудники, которые, можно сказать, передислоцированы, они находятся в других странах, и плюс для наших партнеров это очень важная информация, потому что можно смотреть, кто был до этих людей, куда эти люди дальше пошли. Возможно, у государственных органов тех или иных стран есть определенные оперативные материалы, потому что они, например, тоже вели работу по этим людям. Поэтому мы фактически это только первый фильм, первый такой большой материал, будет еще несколько, где мы будем рассказывать еще о этой ситуации, о этих шпионах, этих разведчиках, мы будем рассказывать о том, как это работает, и показывать будем все новые и новые лица и называть все новые и новые фамилии. Вы кажаце пра тое, што на сёння вы назвалі прозвішчы, гэта толькі пачатак, будуць гучаць і наступныя. Гэта важная інфармацыя для вашых партнёраў, але паўстае таксама пытанне. Вы даведаліся, але ж людзі, якія трапляюць у дыпламатычнае прадстаўніцтва, яны таксама праходзяць праверку. І атрымліваецца, што краіны, куды трапілі гэтыя шпіёны, якіх вы выкралі, тыя краіны неправільна іх праверылі, не змаглі дазнацца? Горш працавалі? Ну, в какой-то мере да, но вы должны понимать, что люди в европейских странах, они стараются доверять, потому что есть условный военный атташе, есть его группа людей, они получают аккредитацию в Министерстве обороны, и они фактически являются военными представителями Республики Беларусь в той или иной стране, а все остальные люди — это дипломаты. И ту информацию, которую подает режим Лукашенко по поводу этих дипломатов, а та информация, в общем-то, и проверяется. Потому что, как вы видели, очень многие из этих людей имеют паспорта прикрытия, то есть абсолютно другие там фамилии, имена, отчества, даты рождения. И ту, которую информацию, в общем, передавал режим Лукашенко, ту информацию и западные службы проверяли. И фактически здесь идет, мы показываем таким образом тотальный обман, который делает режим Лукашенко. И то, что мы опубличиваем этих людей, это очень важно. Тем более, что, повторюсь, многие из этих людей где-то находятся. Многие могут находиться в Европе, либо кого-то думали туда отправить. Но сейчас этим планом режима не суждено сбыться. Владимир, а в якіх краінах іх найбольш і навошта яны, напрыклад, патрэбныя ў Азіі, нават у сяброўскіх краінах для Беларусі? Если говорить про, очень большое количество этих людей находится на территории России, потому что прекрасно режим Лукашенко осознает, кто есть для режима Лукашенко Россия, поэтому этих людей туда направляли. Достаточно внушительное количество, в общем-то, в целом на территории Европейского Союза,
они покрывали, если, допустим, человек находится, например, там, в какой-то одной стране, но при этом он может покрывать и другие страны. То есть именно через таких людей, которых никто не знал, которые представлялись как исключительно дипломаты, проводились различного рода именно скрытые операции, скрытый сбор информации. И Европейский Союз, конечно, надо рассматривать, в общем-то, в целом, и там концентрация такого рода людей намного больше, чем в других странах, либо в других регионах. Калі вось мы кажам пра поспехі гэтых дыпламатаў, скажем так, на ніве адбельвання беларускага рэжыму, не вельмі, мне падаецца, гэта ў іх атрымоўваецца. Разам з тым ёсць асобныя поспехі на ніве, не ведаю, там выведвання нейкай інфармацыі сярод дэмакратычных сілаў. Там ці сям з'яўляецца такая інфармацыя, што вось былі агенты, што яны штосьці дазнаваліся. Але на ваш погляд, гэтыя людзі здольныя праводзяць нейкія спецыяльныя, вельмі сур'ёзныя аперацыі, нават калі мы кажам пра аперацыі ў супрацы з ГРУ? В принципе, конечно, эти люди могут проводить различного рода операции именно в тесном сотрудничестве с Россией. И не надо недооценивать их. И переоценивать, безусловно, тоже не стоит. Например, один из фигурантов, о котором мы рассказываем в этом материале, по какой-то странном таком совпадении, скажем так, находился в Чехии. В Чехии он уже сейчас не находится. Об этом, в общем-то, если не ошибаюсь, год назад писали многие белорусские демократические СМИ о том, что была вскрыта целая такая подпольная ячейка, руководителем которой являлся представитель спецслужб Беларуси. Он был выслан из Чехии. И в их задачу входит и сбор информации о том, как доставляется, например, вооружение в Украину, кто за что отвечает, сбор какой-то секретной информации, в принципе, на документальных носителях, имею в виду. Безусловно, попытка вербовка людей среди демократических сил. И еще, естественно, ряд различного рода задач, которые они должны выполнять. Якіх наступстваў вы чакаеце пасля з'яўлення, апублічвання гэтай інфармацыі? Ці могуць быць, на вашу думку, пэўныя змены ў дыпламатычных стасунках паміж некаторымі краінамі? Ці, магчыма, афіцыйныя заявы з боку іншых краінаў датычна Беларусі? В Чехии такие уже изменения произошли. А дальше посмотрим. Всякое может случиться. Калі мы вяртаемся да супрацы з расійскімі спецслужбамі, беларускіх спецслужбаў, наколькі яны, на ваш погляд, залежныя ад ГРУ, наколькі яны заангажаваныя працаваць на Расію і весці часамі двойную гульню? Смотрите, надо сейчас рассматривать спецслужбы Беларуси и России как, в общем-то, единое целое. Они выполняют единую задачу, если мы говорим про какую-то разведывательную деятельность на территории Европейского Союза. И если есть необходимость у российских спецслужб использовать своих так называемых белорусских коллег, они, безусловно, будут их использовать. Если есть какие-то наработки у белорусов, они, естественно, поделятся этими наработками с Россией. Потому что сейчас спецслужбы России и Беларуси — это единое целое, и в целом мы видим, как режим Лукашенко и режим Путина работают вместе, кооперируются по многим направлениям. И спецслужбы тут не могут быть исключением. Наколькі вялікую небяспеку яны могуць уяўляць для краінаў Заходняй Еўропы, у тым ліку для суседзяў Беларусі, для Польшчы, Літвы, улічваючы, што фактычна кожныя летнія 3 месяцы выяўляюцца нейкія беларускія агенты, аб'яўляюцца дыпламаты беларускія персонамі нон-грата, як на прыкладзе Чэхіі вы заўважылі? Безусловно, они представляют угрозу, и государственным органам стран Европейского Союза необходимо знать, кто находится на их территории, и они, безусловно, уже про это знают. Нужно вести оперативное, скажем так, мероприятие в отношении тех людей, смотреть, с кем эти люди контактируют в этих странах, потому что, не бывает такого, чтобы эти люди просто присылались в ту или иную страну, и они спокойно сидели и не пытались там, даже если смотреть на это с точки зрения продвижения условно этого русского мира, то есть поиск
подкуп каких-то политиков, подкуп каких-то СМИ, то есть работа в интересах России ведется в том числе через этих людей. Поэтому за ними нужен, конечно же, контроль, и при выявлении, при установлении факта такой деятельности их должны признавать персонами нон-грата и отправлять назад в Беларусь, либо, если это идет речь о русских, то в Россию. Спадар Владимир, падчас вашага расследавання ці тыя вынікі, якія вы атрымалі, былі для вас чаканыя, ці ўсё ж таки вас штосьці здзівіла? В плане? Не понял немножко. В плане того, что вы выкрываете сетку, и вы мелі свядомасць, што яна будзе менавіта ў такім памеры, альбо для вас штосьці было нечаканым у тым, што ўдалося даведацца? Нет, в принципе, мы ожидали, что будет картина примерно такая. Мы, как я уже сказал, это только первый материал, еще будет несколько материалов, посвященных этой теме. И даже в этих материалах мы все равно не расскажем всего, что нужно рассказать. Даже этот материал, он более 1 часа, это достаточно специфическая информация, которая может не заинтересовать большой такой широкий круг лиц. Это очень такая узконаправленная информация. И даже если потом мы суммируем все наши материалы, которые будут, все равно это будет не все, что мы можем рассказать о работе белорусских спецслужб. Поверьте, там есть о чем рассказать. Калі все-таки браць па задушкамі таго, што беларускія спецслужбы актыўна працуюць у краінах заходняй Еўропы, ды па ўсім свеце, як вынікае з вашага расследавання, як эфектыўна, в прынцыпе, заходнія спецслужбы могуць выкрываць такіх людзей, ведаючы, што на прыкладзе тых жа работнікаў дыпламатычных прадстаўніцтваў, так, сакратароў там, альбо адказных за камунікацыю з медыямі, альбо адказных за турызм, так, вядома, найбольшая колькасць вось гэтых людзей, якія працуюць у мэтах спецслужбаў Беларусі. Ну, смотрите, в первую очередь необходимо серьезно вообще подходить к этому вопросу. Потому что мы неоднократно, например, рассказывали о том, что различного рода предприятия под ширмой там, условной белорусской торгово-промышленной палаты посещают страны Европейского Союза. Мы обращались в свое время с этим вопросом к Координационному совету и действовали самостоятельно, потому что важно знать, кто приезжает из Беларуси. Важно знать не только нам, но и той стране, которая принимает эту делегацию, принимает этих людей. Потому что среди обычных, там, условно, представителей, настоящих представителей тех или иных предприятий либо белорусского бизнеса могут быть в том числе и такие люди. Благодаря той базе данных, которой обладает Белпол, благодаря той системе распознавания лиц, которой мы обладаем, мы можем устанавливать тех или иных людей, едут ли они по легендированным документам, то есть паспортам прикрытия, едут ли они по настоящим своим паспортам и какое действительно они имеют отношение к тому или иному предприятию, может они на самом деле являются просто сотрудниками там, ГРУ либо КГБ Беларуси. Поэтому здесь очень важно, чтобы эта информация максимально широко расходилась, чтобы те страны, которые заинтересованы в получении такой информации, обращались к белорусским демократическим силам. Эту работу необходимо проводить системно, потому что это не только наша безопасность, безопасность белорусов, которые находятся в эмиграции, но это и безопасность тех стран, которые, в общем, входят в сферу интересов режима Лукашенко и режима Путина, и куда приезжают такого рода люди. Владимир, гэтыя людзі здольныя, мы ўжо задавалі вам пытанне пра правядзенне нейкіх паспяховых аперацый, ці яны здольныя на палітычныя забойствы, ці яны здольныя на выкраданне палітычных лідараў палітычнай апазіцыі, напрыклад, і прывоз іх у Беларусь, як ужо неаднаразова гучалі такія пагрозы на адрес Паўла Латушкі, Светланы Тихановскай ды іншых. Смотрите, скорее нет, чем да, потому что мы сейчас говорим действительно о штатных сотрудниках. Но именно такого рода люди могут организовывать такие действия на территории стран Европейского Союза. Понятно, это я сейчас говорю в теории, но в целом они сами никого не будут там захватывать и вывозить. Но найти исполнителей на такое преступление они вполне способны. Але взять, прывесці, не ведаю, навічок, як это рабілася ў выпадку са скрыпалямі у Вялікай Брытаніі, у Солсбері. Это былі супрацоўнікі ГРУ, якія арганізоўвалі гэтыя аперацыі?
Ну, да, конечно же, да, но нужно понимать, что все-таки уровень белорусских спецслужб будет ниже, чем уровень российских спецслужб. И все же там должны быть более такие, ну, более подкованные люди по данному направлению. Хотя в теории, безусловно, если им поступит приказ, если будет проведена соответствующая подготовка, эти люди могут совершать любого рода действия в интересах режима Лукашенко. Калі мы кажам пра выкраданне ці забойства, што Віталь пытаецца, то вы кажаце хутчэй не, чым так. Але калі мы кажам пра небяспеку агулам беларусам, якія знаходзяцца за мяжой, а это сотні тысяч, калі не мільёнамі можна лічыць, то на вашу думку, на што варта чалавеку звярнуць увагу, акрамя таго, што былі сітуацыі, што беларусы пазбягалі адмыслова звяртацца ў беларускую амбасаду, бо ведалі, што там будзе небяспечна. Ці сыходзячы з вашага расследавання, вы б сказалі, на што яшчэ варта звярнуць увагу? Сыходзячы са сваёй бяспекі, так? Ну, это уже говорилось неоднократно, не существует никакого единого механизма, который вот необходимо или подхода, который ты исполняешь, и у тебя все хорошо, и у тебя нет никаких проблем. Не надо, конечно, паниковать, не надо быть там, но при этом нужно быть внимательным в том числе. Наши люди очень часто допускают такие банальные ошибки, когда они выкладывают какие-то фото, что они находятся на отдыхе там, или они выкладывают какие-то фото возле своего места жительства. Это не надо делать. Это, безусловно, то есть сами люди, то есть должны фильтровать то, что они выкладывают, то, что они делают, где они находятся, потому что в любом случае система она никогда никого не прощает, она всегда ищет возможности кого-нибудь действительно, как мы говорим, в общем-то, в расследовании, привести в Беларусь, скажем, там, в данном случае мы больше говорим о том, чтобы убедить человека вернуться в Беларусь. Но должна быть собственная такая гигиена с точки зрения безопасности. Нужно понимать, что если какой-то неизвестный человек пытается с тобой пообщаться, пытается узнать какую-то достаточно сенситивную информацию, то не надо рассказывать все, не надо приглашать его к себе домой. Нужно человека немножечко, то есть проверить хотя бы времени. Но, как я уже сказал в самом начале, нет какого-то единого алгоритма, который ты используешь, и ты становишься абсолютно безопасным.